Нет ничего сильнее, чем дух, движимый добровольцем. Этому словосочетанию в истории есть множество подтверждений. Значимый вклад в победу народа Абхазии над грузинскими оккупантами внесли представители различных национальностей. Уже на второй день после начала Отечественной войны самые смелые из них были в Абхазии и принимали участие в борьбе нашего народа за свободу и независимость. Весть о несправедливой войне в августе 1992 года заставила этих людей покинуть свои семьи и отправиться в путь, чтобы бороться на стороне правды. Многие добровольцы сложили головы на абхазской земле, но те, кому удалось выжить, по традиции 15 августа приезжают в Абхазию, чтобы встретиться с боевыми братьями и почтить память погибших товарищей. Мы все приехали, многие из Грозного приехали, из других городов приехали. Вот он из Ставрополя, я из Москвы приехал. Вот, в общем, встретились все мы здесь. Знаете, какое настроение, когда резко встречаешься, эйфория, настроение, конечно, приподнятое. У каждого из добровольцев своя история, тяжелая, но победоносная. Я с Чечни. Когда я сюда попал, мне было где-то 24, по-моему. Все на помощь откликнулись. И я тоже не сдержался. Я тоже хотел помочь, чем смогу. Затем в Доме культуры Гудауты состоялось торжественное заседание, на котором выступил президент Рауль Хаджинба. Глава государства отметил значение добровольческого движения в Отечественной войне народа Абхазии и выразил благодарность добровольцам, пришедшим на помощь Абхазии в трудный момент. Уважаемые воины и добровольцы, уважаемые ветераны, исторически судьбы наших братских народов складывались таким образом, что когда над нами нависали угрозы, чувство единения, единокровного и духовного родства становилось самым надежным щитом от любой агрессии. И этот великий зов крови, неистребимого кавказского духа, мощно сработал, как и прежде, в августе 1992 года, когда на мирную абхазскую землю обрушилась большая беда. В защиту свободолюбивой Абхазии, вступившей в неравную схватку с грузинскими оккупационными войсками, встали все народы Северного Кавказа, многочисленные представители зарубежных диаспор, казаки Юга России, воины Приднестровской Молдавской Республики. Вы, дорогие наши братья, шли к нам тернистыми горными тропами, иными труднопреодолимыми путями, чтобы, встав рядом с нами, твердо заявить всему миру свое решительное «нет» грузинской агрессии. Письмо министра обороны Абхазии, адресованное представителям добровольческого движения, зачитал заместитель главы ведомства. Неоценим вклад добровольцев в национально-освободительное движение народа Абхазии в победу в Отечественной войне. Более 2000 добровольцев участвовали в священной борьбе нашего народа за свободу и независимость. Именно их братская помощь не позволила осуществить планам агрессора. 15 августа – торжественный и одновременно волнительный день для всех добровольцев. Это именно то время, когда сдерживать эмоции бывает сложно, отметил кавалер ордена Леона Вахид Керимов. Так же, как и в 92-3, всегда вместе с вами, с великим абхазским народом. По-другому и не может быть никак. Больно говорить о товарищах, ведь многие из погибших были в самом расцвете сил. Юные и смелые они пришли, чтобы выстоять и победить. Отсюда с города мы отвозили своих ребят, братьев, которые погибли. Поэтому я хочу сказать одно. Город Гудаута для наших ребят всегда был родным городом. Чтить память тех, кто сложил головы в Отечественной войне народа Абхазии, и с достоинством относиться к истинным героям современности – задача будущих поколений республики. Амелия Бисмарк, Алексей Агухава, Алексей Быструков, Абхазское телевидение.